Госсовета против суверенной Абхазии не может оставить равнодушным каждого честного человека. Один из них, по нашему мнению, известный в Гудаутском районе Васо Радимашвили. Идет война огромного государства, 5-миллионного, с маленьким 100-тысячным народом. 100 тысяч один, я говорю, я тоже здесь сейчас, всегда буду здесь. Что произошло? С абхазцами можно было... Вот, допустим, если 60 танков, 60 автобусов грузинской интеллигенции, если сюда приехали, духовенство, понимаете, и крестьян простых, они здесь закоренелых политиков и, значит, видимых демократов, здесь бы с этим народом они бы договорились однозначно. А когда выдающийся политик современности, умудренный, гроссмейстер политики, искусства, знаете, дипломатии, сюда, когда танк присылает в Абхазию, Абхазия еще не русский, что простыней там, знаете, этими, как ГГЧП, там около Белого дома, значит, он видит танк, едет на его родину, я так себе представляю. У него нету в карманах здесь у людей, знаете, там эти рекомендации ООН, или же, допустим, там Гаагские конвенции, значит, Венские конвенции. У него есть эмоции, есть совесть, есть родина. Видит, идет танк. Значит, он или должен испугаться и в кусты броситься, вот так по-простому, я так понимаю, или же должен этот танк сопротивляться. И он выбрал второй, сопротивляется вот этот танк. Совесть говорит об одном. Танк, когда на грузина, на нас едет, значит, это плохой танк. Вот 9 апреля, когда женщин подавил, я не знаю, что они там делали, тогда тот же самый аргумент, тот же самый был. Аргумент гласил о том, что вот пока еще неизвестно, что Грузия отделилась, она объявила, но нету пока этого, и танки шли. Однако никто не отпустил, и сопротивление это героическим признано там. Точно так же и здесь героическое сопротивление. Никакой разницы между грузинским восприятием агрессии и абхазским нету. Ибо мысли мы одинаково с ними. Одинаково. Это ошибка, я не знаю сейчас, это по чьей там, знаете, инициативе больше это просунуто, но ошибка, это и все, и любой грузин должен порицать это. Это есть агрессия против малого народа. Против малого народа. Все равно сейчас что конкретно, прекратить вот с этой минуты, всех вывести. Соседям надо договариваться, если есть какие-то, есть, может быть, это отрицать полностью какие-то там свои интересы здесь, какие-то. Это можно было, сам пришел бы пешком, чем танки посылать. Иисус Христос зашел в Иерусалим не с танковой колонной, а зашел с любовью. И сама Нино святая, которая Грузию покорила крестом, знаете, из ивовой, из прутьев, знаете, винограда. Из виноградной лозы, а не танками, не, значит, вертолетами, не ракетой. И прекрасно это они, знаете, любой грузин это должен понять. Договариваться, грабят, солдат грабит, с тюрьмы вышли грабят, война свои ужасы имеет отдельно, знаете, мародерство, откровенно говоря, не имеет своей национальности, оно присуще любому, оказывается, но войну прекратит каким? Не надо сейчас торговаться, там, толковать, убрать всех до единого и по-хорошему договориться. Не нужно здесь, знаешь, интриги, там, он Турции, там, где-то с чем-то. Это малюсенький народ, слушай, это же должны знать, это мы, слушай. 5 миллионов нас, но если на нас Китай наедет, то же самое состояние будем мы. То, что нас беспокоит, то, что нас, грузин, знаете, волнует, у нас есть совесть, есть, у нас есть, знаете, какой-то семья, двор, дом, точно это абхазцев то же самое. И удивляться не надо. На нас танк идет, или грузинский танк, сейчас хороший танк, из стекла сделанный, пластика, что. Тот же самый ужасный танк. И пускай уберут все танки, всех людей отсюда, все пускай закончится, и сначала можно договориться, если там есть мирные люди, у которых в душе любовь, слушай. Они это, значит, уничтожение, завоевание, там, выставление и так далее. Здесь никаких хитрых уловок нет. У абхазца есть совесть, у него есть себя, у него есть дом, повторяюсь я сейчас. И к нему надо подойти по-человечески. Если насильно во двор входить, у нас к нам тоже нельзя. Почему свое ты знаешь, а его, значит, где-то у тебя сомнения какие-то вызывает. Удивительно это.